В башенном комплексе Герети во время раскопок обнаружили редчайшие артефакты, два древних ингушских женских головных убора. Это первые курхарцы, найденные на территории современной России при законных археологических исследованиях. До этого на территории Ингушетии было известно лишь 2-3 подобные вещи, найденные в районе обвалившегося комплекса Цори. И самое удивительное — их состояние. Сохранились фрагменты ткани, нити, детали крепления. Один курхар с классическим изгибом рогов, второй с чуть иной формой, но теми же конструктивными особенностями. Находка имеет особую ценность для изучения истории и символики ингушского женского костюма. Каждый подобный артефакт помогает не просто восстановить облик ушедших эпох, но и понять, какие эстетические и духовные смыслы вкладывали люди в свой наряд. Сейчас наши специалисты готовят предметы к первичной консервации. Преподаватель из Ингушетии Ислам Таутиев вошел в золотые имена высшей школы. Торжественный прием в честь победителей всероссийского конкурса прошел в Москве в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Среди награжденных Ислам Таутиев, кандидат технических наук и преподаватель кафедры технологии, организации и экономики строительства Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. За значимый вклад в развитие российской науки и совершенствование образовательного процесса имя Ислама Магомедовича внесено в книгу почета преподавателей высших учебных заведений России. Конкурс «Золотые имена высшей школы» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и призван выявлять лучших представителей профессорско-преподавательского сообщества, специалистов, добившихся личных успехов и применяющих передовые методики и инновационные подходы в обучении. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании единой цифровой платформы Гостех. Эта инициатива должна установить правовые основы для разработки и эксплуатации государственных информационных систем. В Кабмине поясняют, что новый закон оптимизирует процессы обработки данных и использования программного обеспечения. Документ также определяет полномочия координатора платформы, права участников и требования к ее инфраструктуре. В случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Ингушетия в топ-7 России по молодежному предпринимательству. Республику наградили за активное участие в реализации программы развития молодежного предпринимательства «Росмолодежь. Предпринимай». Это настоящий рывок. Регион с 86-го места поднялся сразу на 7-е среди всех субъектов России. Это результат большой и системной работы. Ответственным за реализацию программы в республике выступал начальник организационного отдела Дома молодежных организаций Саид Гальмиев, который вместе с командой Центра выстроил эффективную модель вовлечения, поддержки и обучения молодых предпринимателей. За год Ингушетия превратилась в регион, где молодежь не просто мечтает о своем деле, она его запускает, развивает и видит реальные возможности для роста. Правительство ввело лимиты на платные места в вузах с 2026 года. Ограничения коснутся 42 популярных специальностей, 30 в бакалавриате и 12 в специалитете. Среди них юриспруденция, экономика, менеджмент, психология и реклама. По остальным направлениям вузы смогут сами устанавливать количество коммерческих мест. Эти правила будут действовать 1 год, а затем их пересмотрят. Кроме того, с декабря 2025 года сохранится льготная ставка по образовательному кредиту 3% годовых. Это поможет привлекать абитуриентов на приоритетные для технологического развития страны специальности. Медалист первенства России по дзюдо Ислам Султыгов одержал победу на Кубке Европы Ю-21 в весовой категории до 66 килограммов. Соревнования проходили с 22 по 23 ноября в Черногории. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из разных стран мира. На пути к высшей ступени пьедестала Ислам провел 5 схваток. В финале ингушский дзюдоист одолел оппонента из Италии Алессандро Бикорни. Успех Ислама Султыгова стал значимым достижением для российской сборной и подтвердил высокий уровень его подготовки. Алихан Плиев стал победителем открытого Кубка России по тяжелой атлетике. 19-й турнир, ориентированный на спортсменов старших возрастных категорий, прошел в Орловской области. Кубок собрал более 130 участников, представляющих 38 субъектов России, а также Республику Беларусь. Особого внимания удостоился представитель Ингушетии Алихан Плиев. Спортсмен не только принял участие в Кубке, но и одержал победу в весовой категории до 67 килограммов. Его суммарный результат составил 143 килограмма, из которых 63 пришлось на рывок, а 80 на толчок. Россиян в январе 2026 года ждет всего 15 рабочих дней из 31. Однако на окладной части зарплаты это не скажется, сообщили в Госдуме. Это будет самый нерабочий январь с 2021 года. Возникает вопрос, как же это отразится на доходах? Влияние зависит от системы оплаты труда.
Оклад работники получат в полном объеме, а вот премии и выплаты при сдельной оплате будут зависеть от условий договора и объема выполненной работы. В официальный выходной день работа должна быть оплачена в двойном размере или компенсирована дополнительным днем отдыха.